Держава-окупант продовжує піддавати етнічних українців і кримських татар та членів релігійних громад обшукам, затриманням та іншим формам порушення їхніх прав. Ми закликаємо негайно припинити спроби анексувати українську територію та дотримуватися міжнародних правових зобов'язань щодо суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Ну і, власне, сьогодні адвокат Нарімана Джелялова Ніколай Полозов повідомив, що він разом зі своїм колегою, адвокатом Еміне Авамілєва відвідали СІЗО Сімферополя і змогли поспілкуватися з Наріманом Джеляловим. З нами на прямому зв'язку зараз перебуває Ніколай Полозов. Ми зможемо дізнатися подробиці цієї зустрічі. Ніколай, здравствуйте, слышите ли нас? Добрый вечер, да. Добрый вечер. Как самочувствие Наримана Джелялова? Какие условия его содержания в СИЗО? Какие вообще есть новости про его нахождение там? Ну, что касается его самочувствия, то оно удовлетворительное. Нариман немного простыл на прошлой неделе, по всей видимости, когда его выводили из банных процедур. Ничего серьезного, но есть определенный дискомфорт, то есть последствия болезни, они уже уходят, заболевания этого. Плюс удалось все-таки ему попасть на прием к стоматологу, к сожалению, удалить пришлось тот зуб, который его беспокоил. Вовремя не предоставили надлежащую медицинскую помощь, чтобы этот зуб спасти. В целом Нариман сохраняет такой достаточно бодрый настрой, он готов бороться. Что касается условий содержания, то его также держат в камере в спецблоке, с ними сидит еще один сокамерник. К сожалению, там есть проблемы, связанные с отоплением. В принципе, вот весь этот сектор СИЗО очень плохо отапливается. Ну, будем, соответственно, каким-то образом реагировать на это. Уже мы разговаривали с администрацией СИЗО. Видимо, придется дополнительно оказывать на них влияние. Сегодня Владислав Есипенко, украинский журналист издания «Крым Реалии», передал «Новой газете» сообщение о том, какие именно пытки к нему применяют. Применяют ли какие-то средства воздействия на Джелялова и что он вообще рассказывает про атмосферу отношения администрации к себе? Ну, его подвергает режиму практически полной изоляции, то есть он не имеет никаких с внешнего мира новостей, ничего он не узнает, только от нас. Ему не передают письма, вплоть до того, что заявляют оперативники, что как будто ему никто не пишет. И вот таким образом пытаются его сломать, то есть держа его в полной, тотальной изоляции от любой информации. Вы встречались с ним, были свидетели этой встречи, вас слушали, кто-то наблюдал за вашей встречей. Вы смогли передать ему всю необходимую информацию или нет? Ну, общение вообще должно проходить конфиденциально, то есть наблюдение производится и в тех помещениях, где происходят встречи с узниками СИЗО. Вроде как эти встречи не должны слушать, но тем не менее наблюдение идет. Конечно же, мы ему передаем всю информацию из внешнего мира, которая необходима. А кто с ним рядом находится? Возможно, вы помните сообщение Навального о том, как его окружили в тюрьме, в русской тюрьме разными людьми, которые должны были на него совершать разное воздействие неприятное. Что с Джеляловым? Насколько психологически, нельзя говорить комфортно в условиях СИЗО, но все же те люди, которые с ним рядом находятся в камере, кто это, какие у него взаимоотношения с ними? Он сидит в двухместной камере, с ним сидит еще один арестант, обвиняемый по делу свидетелей Иеговы. В принципе, отношения у них нормальные, конфликтов никаких не возникает, поэтому... Скажем так, те меры воздействия, о которых вы сказали, там в отношении Навального, это больше применяется не в следственных изоляторах, а уже непосредственно в лагерях. Пока у нас предварительное расследование, пока не было СИЗО, пока не было суда, Нариман будет находиться в следственном изоляторе, поскольку ему продлили стражу до 23 января.
Какие ближайшие следственно-процессуальные действия ожидаются в его деле, в деле также арестованных по этой же диверсии? Якобы Ну, диверсии. насколько нам известно, следствие проводит какие-то экспертизы, о которых нам пока не сообщают. И, ну, по всей видимости, нас будет ожидать еще ряд допросов. Но он пока остается там, и то есть вот в ближайшее время, когда можно будет пересмотреть вот эту меру запобежного заходу, да, вот по которому он находится в СИЗО, вот когда это можно будет? Мы ждем назначения суда апелляционной инстанции. На последнее продление срока содержания под стражей мы подали апелляционные жалобы, но вот Верховный суд Крыма пока еще не назначил. Пока ожидаем. Возможно, на следующей неделе. Спасибо вам, Николай Полозов, адвокат кримсько-татарського політика, активіста Нарімана Джеляла, також інших фігурантів так званої справи про диверсію. Нагадаю, що на початку вересня Нарімана Джеляла і ще 2 осіб було затримано у справі про начебто диверсію, і з того моменту вони перебувають за ґратами.